Все-таки опять же идет в том, какую позицию человек за столом занимает. Позицию слушателя или позицию соучастника. Это очень важный момент, потому что мне доводилось, не скажу много раз, но пару раз было вот в Чикале, один раз я был на свадьбе, и старики сидели за столом. Ну да, они пили тоже, как бы я не следил, сколько они выпили. Они употребляли там, немножко, да. Но они были соучастниками, то есть они, если один старик запивал, то рядом сидящие подпевали. И вот он пел, они подпевали. Он заканчивал какой-то там куплет или мысль свою, запевал другой старик. И вот это действие продолжалось. То есть сегодня застолье превратилось в кучу слушателей. Вот мы сидим, кушаем, а сзади кто-то на синтезаторе должен что-то там вот нам нажимать и играть. И когда он закончит, тогда мы ему похлопаем. А должно быть по-другому. Мы должны быть сами себе как бы. Ну, здесь даже неупотребимо, мне кажется, слово артистами, потому что артистами они уже стали, когда на сцены стали выходить. А если мы сегодня будем культивировать именно вот это соучастие, когда человек пытается подпеть. Вот кто-то запел, и он пытается там, если он еще, например, у него плохо получается, рядом сидящего послушал, тоже пробует петь. А не так, вот он сидит, вот, много раз бывали случаи, мы за каким-то застольем сидим, и там 3-4 человека, там знакомые, которые, я знаю, мы поем вместе иногда. Вот мы запели четвером, ровно мы четвером поем, все остальные просто нас слушают. Вот у осетинской публики появилось вот это разграничение. Вот. Я же артист, я слушаю, я петь не умею. И поэтому получается, вот рядом с тобой сидит какой-то артист, он тебе поет, а ты в конце максимум, что сделаешь, это похлопаешь. И вот вся вот беда осетинской музыки выходит из этого. Потому что если бы народная музыка вернулась бы в народ, если бы за столом могли петь, то, опять же, меньше бы, наверное, приглашали вот этих безвкусных музыкантов, да, которые сидишь на свадьбе и по ушам долбит музыка. Вот последний, наверное, раз 20 я с осетинских свадеб уходил с огромной головой, как будто я только что побывал на концерте Металлики. И уже не могу... На концерте Металлики ты как раз таки со спокойной головой ушел. Не, я имею в виду по количеству децибелов, которые я только что получил, да. Хотя это свадьба, я не могу пообщаться с кем-то. Если я даже хочу спеть. Вот бывали случаи, мы хотим спеть. Начинаем петь, и в этот момент начинает музыкант, потому что ему надо, у него расписание, ему заплатили за то, что он должен петь. Ну смотри, вот я к этому с самого начала и подвожу. Ты сказал, что есть очень жесткое разграничение между теми, кто производит контент и кто его потребляет, да? Да. То есть мы перестали быть соучастниками. Но я, например, при всем желании не смогу за тобой петь, потому что я не знаю этого контента. Я не знаю слов, я не знаю мелодии, да? И мне очень трудно к этому приобщиться. И вот вы профессионалы, вы именно профессионалы в музыке, да? Через вас, то есть если через вас эта музыка в народ не вернется, по факту она уже в народ не вернется. Это дело, опять же, я не говорю, что вот если сейчас все начнут пытаться, то вот послезавтра у нас уже будет Не, все я понял, хорошо. что это процесс. То же самое, да, 10 лет назад я не мог так петь за столом. Я как бы учился в музыкальной школе, у меня даже была рок-группа на момент, когда я познакомился с Олегом и с Усланом Мауравом, у меня была рок-группа. Я был вообще далек от осетинской музыки, несмотря на то, что, да, в детстве там папа у меня играл на довуле, там, в школе, там, кстати говоря, я учился в первом Б, в первом А, у нас вот так вот соседние кабинеты были, первый А, первый Б, первый В. И на перемене
учительница 1 А выводила свой класс, начинала играть симб на гармошке. И когда наша учительница, гречанка, слышала, что играет музыка, она нас выстраивала: парень, девочка, Это мальчик, какая девочка. школа, подожди? 40-я. Есть два слова, есть препод, а есть учитель. Вот эти две прекрасные женщины, это были учителями, да, и, ну, просто дай Бог вам здоровья, потому что такие маленькие моменты мы запоминаем, и через такие мы приобщаемся к культуре. Поэтому я Да, просто хотел это- сказать, чтобы долгих лет вам жизни и больше продуктивной работы. Так, я сейчас тогда, как я понял, получается, что Олег, да, участвовал в том, чтобы приобщить тебя к национальной музыке. Олег учил меня играть на вашане, на Хишенфандере он мне показывал азы первые. То есть на момент, когда я вообще попал из рок-музыки в национальную музыку, Олег уже в ней варился, Олег уже с Осланом Мауравым, он уже там реконструировал инструменты, он уже там... На момент, пока я просто осетинскую, правильную осетинскую гармонию пытался понять, то есть я учился в музыкальной школе, у меня там были тоника, субдоминанта, доминанта, все по классике. Когда я просто пытался понять, какая должна быть гармония, чтобы она была не общекавказская, а вот именно осетинская, именно наша. Олег в этот момент уже думал о звуке, там, какой должен быть звук у Далафандера. То есть, Олег, тогда к тебе вопрос. У нас госзаказ, нам надо еще 10 томов, понимаешь? Где эти люди? Есть вот такие молодые, которые приходят и интересуются? Ну, интересующихся очень много, просто где это практиковать, хотя у нас и клубы есть, да, и музыкальные заведения, школы музыкальные, где, казалось, якобы должны там коваться кадры. Но опять-таки, опять же, это все настолько так боязно, настолько так вот мелкими шагами, и все. Оно рано или поздно это будет, потому что это было, когда-то было. Если мы возьмем исторические, да, моменты, да, вот на юге там вообще был целый оркестр, и плюс еще... этот оркестр все-таки был материал в народе. Да. Они просто Не, они собрали брали, вот лучших. ну, понимаешь, У нас сегодня нет А материала. сейчас, если мы сами не воспитаем, если мы вот будем, а как, если я еще... Не, ну пока не попробуешь, пока не ты, сделаешь, так оно ты, не получается, ты сделается. одного человека из рок-музыканта смог приобщить к осетинской музыке. Это очень сложный процесс, я объясню почему. Рок-музыка на поверхности, она более привлекательна. У тебя всегда будет больше слушателей, ты всегда чуть-чуть более хайповый, и выбор в сторону осетинской музыки, он очень неоднозначен. Вот каким образом тебе удалось человека переговорить? Да все очень просто. Любая музыка, любое течение, истоки идут с фольклора, от народной музыки. Хорошо, тогда по-другому. Вот сейчас у тебя есть ребята, ну ты говоришь, что интересующихся много, Много. да? Тогда у меня вопрос, в чем, на твой взгляд, проблема того, что я знаю там не 10 групп осетинских, да, традиционных, да, там, а есть одна-две, да, и вот так мало людей, кто делает осетинскую музыку, молодых, мы видим именно вот в паблик, вот что мешает, там, не знаю, может быть залов нету, может быть, вот что является вот Мотивация. не мотивация, что Двигатель. мешает вот производить больше таких людей, создавать, там, в головы им влазить и заставлять их там производить национальную музыку? Что вот, например, вам мешает? Во-первых, я могу сказать, да, помещение. Изначально, если да, ища помещение, сразу те или иные, которые говорят, вот вам бесплатно, либо что такое, потом, как обычно, на следующий, третий день спрашивают, а что мы будем с этого иметь? Это раз, в помещении. Во-вторых, пропаганда очень такая скудная. Да, с какого время существовал ансамбль Кона, да, например, да, вот это аутентично. Почему ни один из государственных телеканалов наших, да, не заинтересовались и не записывали их, чтобы этим самым пропагандировалось. Почему радио наши, да, которые вот слушаются, да, у нас, Алания, там, все наши, не записывают, и чтобы любой
слушатель для, мог это слушать. для обывателя все-таки это скучная музыка. Почему Кона для она? А обывателя, почему, когда мы для берем, например, маршрутчика, ирландский, например. да, кабардинский, этническую музыку, да, она вкусно сделана. Я вот согласен И тут с все её Олегом. слушают. Вкусно сделано. Вот, я за Так это Кона говорю, тоже было вкусно. вкусно сделано, ты сейчас меня Ну, обижаешь. просто надо было записать Ты мой на вкус студии, обижаешь. всё. Да. Нет, ну Кона это жанр определенный. Вот мы придерживались именно вот такого. Не, ну его Он- записать надо было. Таких коллективов почему нет много, которые на основе аутентичной музыки. Вот JRPG, да? Вот мы Жербжеш или как правильно говорить? JRPG вроде. Жербжеш, да, а да. тоже. На основе фольклора они вот, ну, как бы Но они же сами идут. на носителе есть, они же как-то пропагандируются. Ну, откуда они появились? То есть это ребята, которые, вот там Тимур Кадзоков, Орет Булат, Recordings. да, это Ну вот люди, видишь- которые вот сначала послушали музыку всего Кавказа, да, вот именно народную, они вот там, они не ездили в филармонию к нам, они кому-то в кухню ездили, Я понял, записывали, и ну, на основе этого материала у них вот уже родилось что-то свое. Опять же, проблема в том, что, понимаешь, в соседней Кабардино-Балкарии появился Булат Халилов и его друзья. Там появились эти люди, и они стали проводниками. Чем они занимаются? Они занимаются дистрибуцией этой музыки. Вот я бы никогда лезгинского Ашура бы не услышал, если бы я это То на же уроке. самое, да. От них это переходит сюда. Вот у нас этого здесь нету, понимаешь? Вот человек занимается вот национальным оркестром, да? То есть я, например, к своему стыду не могу сказать, что я много раз слышал национальный оркестр, а я бы хотел услышать. Вот где эти проводники, которые до меня, до простого зрителя, я не эксперт, я не хорошо донесут эту музыку, понимаешь? До тебя, вот тебе повезло познакомиться с Олегом, он до тебя донес. Но есть, представляешь, какое огромное количество ребят, которых в нужный момент кто-то не оказался рядом и не показывал свою музыку. Чтобы у них потом не было шока, как у меня в студенчестве. Вау, в смысле, нифига себе, в Осетии музыку делают такую прикольную, понимаешь? Ну, очень скептичное отношение к своему народу часто бывает из-за того, что ты слышишь вот эту аляпистую дичь вот в этих всяких, я не знаю, это не народные костюмы. Перестаньте делать розовые, в смысле, вот эти рюшечки одевать, это не народный костюм. Ну реально это выглядит как по-идиотски. Я не эксперт, опять же, но вот я как зритель говорю, ну оденьтесь в нормальный мужской костюм, что за розовые рубашки? Меня убивает это, понимаешь? Ну, розовая музыка в розовых рубашках, я не хочу этого слушать. Я хочу слушать национальный оркестр, я хочу слушать Кона. Где они? У вас